думаю, что в черте города вряд ли можно шашлыки жарить. А где вы будете? В парке жарить? Это не получится. Шашлыки можно, наверное, только за городом, ну а в парке можно, в городе можно только культурно отдохнуть, сходить в музеи, в театры. По-моему, для города вот это подходит для отдыха, но не шашлыки. Мы ездим на Минское море, очень много мест, и леса на сегодняшний день, они действительно очень облагорожены. Там чисто, там убирается, и очень много для людей сделано, различные лавочки, душевыми оборудованы все водохранилища. Это Дрозды, Засрадское водохранилище, то есть очень много где есть. Мы ездим с детками. В черте города шашлыки жарить нельзя, я считаю. А за городом? Потому что это все пожароопасно. А за городом все, что будет принято законом, вот если МЧС, все службы, которые отвечают вот за данную пожароопасность, разрешат, почему бы нет. На Цнянке чуть-чуть обустроить надо, там негде переодеться. Душевые кабиночки эти короткие. Специально некоторые садятся, чтобы это посмотреть на женщин. Не обустроено. Конечно, чуть-чуть уюта не хватает, немножечко бы уюта. Покраше сделать чуть-чуть. Даже эти самые кабиночки для раздевания надо сделать яркие, солнечные, какие-то броские. А у нас все такое однотипное, то коричневое, то зеленое, то все. Как это говорят по интернетскому? Шока, лоска, нет, я вот забыла, как это слово называется. Креатива чуть-чуть, креатива. На Вяче, на Минском море, на Птичье, на Петровичах. Очень много мест. Те, кто знает, те там и бывают. На Минском море полностью все оборудование. Там и можно и шашлыки пожарить, можно и в беседке посидеть. И детские площадки есть для детей. Маленькие дети ходят себе, играются. И, в принципе, все рядом, все... Там ехать до Минского моря буквально километр, вот, отойдет от проспекта Победителей. Вот. Ну, на Вячу немножко дальше, но тоже там все благоустроено, все красиво. Наши власти этим занимаются, и я очень рад. Ну вот к Минскому морю выезжаем, там на дачах шашлыки. Я думаю, что мест хватает. Все равно приезжаешь, и много мусора даже, вот видишь, и люди не убирают за собой. Может быть, даже милиция не так смотрит за этим всем. То есть нету культуры, так скажем, природопользования людей. Там очень грязно, и мне кажется, там вообще не убирают. И вот так, чтобы еще мусор-то убирают, а вот само побережье, там этот ил, грязь, там в воду не зайти.